Доброе столичное утро, дорогие друзья! Сегодня, 24 июля, в среду, мы традиционно по средам обсуждаем наших домашних питомцев, недомашних питомцев, как правильно о них заботиться, как правильно самостоятельно провести медицинский осмотр в домашних условиях, расскажет наш традиционный ветеринар-эксперт Гульнар Цапалова. Гульнар, доброе утро! Доброе утро! И, собственно, Барсик в руках Дениса Галиева. Ой, что-то я на его языке сказал. Он не кусается, не переживайте. Ну, знаете ли, всегда когда-то бывает первый раз, друзья. Это точно. Такое, да. Но он просто понимает, что у меня есть собака, и чувствует это, и, видимо, возможно. испытывает легкие такие неудобства. Может быть, ревность ко мне. Скорее всего. Это уже другая история. Гульнар, доброе утро. Давайте, Барсик, и вам доброе утро, конечно же. Давайте расскажем, чем мы сегодня будем заниматься. Вот я вижу, у нас на столе есть некие приборы. Что это такое? Сегодня я хотела бы провести небольшой ликбез по домашнему профилактическому осмотру своего питомца, да. Своего ребенка. Мы обычно не говорим питомец, это ребенок. Да, это в семье, это ребенок. Так. Поэтому вот такой, хотела бы показать, да. Сытый, довольный, ничего наглый, не делающий ребятенок. Кстати, как... Причем любимый. Да. Любимый. Да. Вот Барсик у нас какого характера человек? Ну, характер у него довольно спокойный. Он у нас кастрированный. Это, кстати, сразу на характере отражается у любого животного, да? И ест и спит вот вся его жизнь и позволяет себя любить. Да. Прекрасный кот. Хорошо Прекрасная устроился. жизнь. Тоже так хочу. Мы ему все, кстати, дома завидуем. И даже мы ему завидуем. Гульнар, вот прежде чем мы приступим к осмотру домашнему, да, расскажите, отличается осмотр собаки от осмотра кошки? Нет. И чем? Нет, не отличается. Они совершенно одинаковые. Даже сельскохозяйственных животных, да, которые в домашних условиях содержат, там овечки, коровы те же самые, козы, их тоже также можно осматривать. Точно, процедура одинаковая. Давайте приступим тогда. Что нам для этого, что у во-первых, нас на понадобится? столе? Ну, для осмотра нам прежде всего нужны руки, да, Человек. ваши глаза, да, сам человек. Человек, да. Кот. Да, любимый родитель, да, животное. Ну и начинаем осмотр прежде всего, смотрим слизистые оболочки, ушные раковины. Глаза, да? Глазки, да. Так. Глазки идеально чистые, красивущие. Посмотрите, какие Правильно. крупно могут Блеск. взять. Нет, посмотрите, какие красивые глазки у него, зелененькие Это у правда Барсика. очень красиво. Ну-ка, посмотрите, какие у него. Ой, какая красота! Уфа. Спрятаться сюда? Потрясающе. Так. Далее смотрим ушки. Блеск должен быть в глазах. Блеск да. есть, да. Теперь к ушам перейдем. Нужно посмотреть, во-первых, ушную раковину. Так. Да? Посмотрим. Вот она есть. Давайте так, чтобы видно было. Ушная вот раковина есть. вывернули, да, Ой, и вот так чистенькая, смотрите. красивенькая. Смотрите, да, цвет кожных покровов. Какой цвет? Розовенький. Правильно, бледно-розовый. Если цвет изменился, уже значит, ну, не есть это хорошо. И заглядывайте в наружный слуховой проход и смотрите. Чисто, не чисто. Чистенько, прям идеально чистенько. Да. Никаких корочек, никаких... Что может быть в ушной раковине? Это как у человека сера или что? Сера может быть, да. Клещ ушной опасный Ушной очень. клещ, он выглядит, там образуются корочки, такой темно-коричневый налет, да, даже сгустки этого налета могут быть. Ну, естественно, животное чешет. Если отит, то есть воспаление среднего уха, да, то тут даже гной видно. Ну и животному болезненно, конечно, это все, он притронуться не дает. Да. Уши чистить надо животному, но очень аккуратно. Вот я принесла самые простые инструменты, да, которые есть в любом доме. Вот, допустим, пинцет. Так. И мы... Ни в коем случае ватной палочкой, ну, нежелательно, потому что все-таки она очень маленькая и можно повредить. Наматываем на пинцет ватку, да, оставляем, видимо, ухо. Все правильно, да, оставляем такой мягкий кончик, да, и вот так прочищаем. Господи, боже ж ты мой! Ой, глазки Нет, закрыл. смотрите, он балдеет, смотрите. Кошкам, кстати, нравится. Да, балдеет. Да, вот, пожалуйста. Всё. Ну, чуть-чуть есть, но незначительно. Это да, это ушная сера, вот, да. правая. И немножко Собственно, можно как у здесь людей. почистить. Если уж вы боитесь, то, конечно, нужно идти к ветеринарному врачу Я обязательно. боюсь. Да? Я пойду к ветеринарному врачу. Да, конечно. Так. Дальше. Далее переходим Когти. к когти. Да. Надавите на подушечки
Что у нас? Знаешь, где подушечки? Вот, Да, вот. давай, Ай, давай. такие аккуратненькие. Вот, когти. Мы ему, Тоненькие. конечно, когти не Постригли? стрижем. А, нет, не стрижете? Нет, я не У стригу. него есть ноготочка, наверное. Специальная штука такая. Да, она у нас есть, но он Это ею не называется пользуется. специализированная ноготочка для кота. Это все углы диванов, обои, всё, дверей. косяки дверные. Да, да. Ну, мы, кстати, уже привыкли, у нас, конечно, да, и обои ободранные, и Привыкли. диван один такой. Зато Барсик сейчас. Знаете, мне кажется, счастлив, да. самое простое решение, лайфхак, это просто наждачную бумагу на эти места наклеить, чтобы уж если почесал, так там... Он найдет все равно другое место. да. Так, хорошо. Проблем в этом. Барсель. Ну, кто Барсель. стрижет ногти, ну, Это, кстати, когти. вот я один раз попробовал сам, это надо уметь, потому что там можно резануть так, что Да, кровище там хлынет. есть можно сосудик, повредить, да. в когте есть сосудик. Вот если Да. близко Ой, покажете, давайте не будем да? стричь. Нет, я не буду Да, стричь. да, вот видно, что... Можно обычными ножницами, если мягкие ноготочки, у Можно котят секатором. обычно. Вот если здесь видно, Да, видно, сосуд, вот ни в коем вот он случае... красненький, вот где Ага. красненькое, ни в коем случае стричь нельзя. Где только белый коготочек, вот его и Очень состригаем. коротко там получается, да? Да, Достаточно. да. Вот прям самое острие коготочка состригаем в основном. Все, брат, не Что переживай, не будем тебе чувствует ничего кот, больше резать. когда его инструмент практически... Ну, знаете, если с младенчества приучить животное, да, Он сам к просит, он стрижке, записывается они потом. нормально относятся. Если, конечно, На вот им- маникюр. он взрослый, да, то проблемы будут. Хозяйка, маникюр. Да, да. В марте это происходит обычно. Просто мы не- Следующее. Так, все, уши, ногти. Можно сказать, Да-да-да, добавлю конечно, еще. Котятам, да, кошкам, у кого там мягкие коготочки, можно стричь обычными ножничками. Но у собак, у крупных собак, да, естественно, там сложнее процесс, у них когти жесткие, надо когтерезку Да, специальную да. приобретать. Они продаются в любом ветеринарном магазине. А лучше Да, к специальному есть. человеку идти, Очень если недорого, сначала да. не знаете, как это делать для Ну начала. да, и ветеринарный врач может вам показать, Ну, животное учить, кстати. беспокоится. У нас есть термометр. Да. Мы сейчас Вот, будем мерить ему температуру. Я просто знаю, как это мерить животным. да? Вы сами измеряли животное? Да, у меня был случай, когда заболела собака, нужно было Всё отслеживать правильно. температурный режим, и ректально это. Правильно, да, ректально. Вот тоже хочется сказать, есть электронные градусники, есть ртутные, вот как у меня, но я использую ртутный градусник, мне кажется, Более считаю, точный, что да? более точные, да, показатели. Электронный градусник, он может ошибку давать. А как П- предотвратить причем- биение градусников в таких случаях? Ну, Нужно постараться. Надо просто быть да, аккуратным. будьте аккуратным и И знаете, не как позволять это коту делать. накачивать те мышцы, которые могут сломать этот градус. Хорошо. Градусник, обычно вот ошибка в чем владельцев, да, то, что они по носу определяют, Да. Вот это болит, мокрый да. нормально, сухой Да, ненормально. Да. это вообще не факт, это абсолютный миф. То, что у них может быть сухой и в жаркую погоду, они могут и спрятаться. Да, это точно. Я представила сейчас, как сидит семья, мама, хозяйка и кот сидит, и у него под мышкой градусник такой, что-то не то, что-то не то. Что-то пошло Что-то не не так. Ну, так. так не да. измерится, конечно. Да, но если вы Реально. хотите наказать кота, можно брать градусник побольше. Так, ну это... Если он вдруг плохо уже себя да. ведет. Это температура. Так, вот здесь я смотрю, красивая коробочка, написано капли на холку. Что это Да, такое? Следующий это этап? вот тоже Это очень используют- важный инструмент. Правильно, да, для защиты животного от тоже это хозяин сам может сделать, да, родитель, так скажем, может сделать эту манипуляцию. Это для защиты от блох и клещей. Особенно это актуально то, что когда животных вывозят на природу. Если животное дома, конечно, ему Вот, не кстати, так я это недавно опасно. приобрел капли в специализированном магазине, которые еще и от паразитов. Есть, да, есть то есть такое. бывает Да. такое, что они Внутренних прям паразитов. универсальны. Да, ну от Да. глистов, там что там у животных бывает, да. И это, кстати, очень классная штука, потому что весной обязательно, если животное хотя бы раз выходит на улицу, нужно прокапать вот сюда на холку. Почему на холку? Чтобы он не слезал, не Да, смахнул. не вот это. здесь Всё понятно. особенность. Во-первых, эти препараты очень ядовиты, да? Чтобы животное правильно не слезало, вот давайте я вам покажу. Да, доходишь до Вот. кожи. Да, именно вот раздвигаете шерсть, вот, и на кожу капаете. Ни в коем случае Да, просто вот да, подожду. да, да. И желательно вот так между ушами,
да, чуть-чуть ниже между ушей. Ну, то есть в этой зоне. И 24 Да. часа в сутки нельзя кота мыть Да, под дождь, да, ну или да. там Ну, собаку. чтобы препарат начал работать. И чтобы животное не слезало ни в коем случае, чтобы внутрь этот препарат не попал. Ну, очень эффективно, да, хватает надолго. Ну и, конечно же, это О, щетка-расческа, красивая. которая Ну, просто вот. вычесывается, особенно в период линьки. Вот я на Дениса смотрю. Хочется уже расчесать, потому что я весь, По да, цвету. уже, я весь уже в волосах этого прекрасного, хотя не длинношерстная Нет, порода, но да. я весь в Ну, волосах. лезет, мне ничего с этим не Ну, поделаешь, сейчас и да? время у них линять, Это они мои. к осени готовятся. Да. Да. Это мои. Так, ну что, чешем кота, и все, в общем-то, Да. животное готово к жизни. Да? Если все нормально, вы посмотрели, ушки чистенькие. А, слизистые оболочки. Давайте я вам еще покажу. Да? Конечно. Слизистую оболочку смотрят, вот открывают просто Ага. вот. Клыки. Да, И смотрят рот, И смотрят. челюсть. Тоже бледно-розовое должно Красиво. быть, да? Никаких. Тоже животному Так. это не больно, Всё, ничего. Мне Барсик, кажется, Барсик выдыхай. уже, да, все, Барсик, давай, мой хороший, выдыхай. Мы тебя благодарим, Гульнар, спасибо вам большое, это было, как всегда, очень интересно. Друзья, проводите собственный осмотр, а лучше приезжайте к профессионалу. А самое главное, Гульнар, вопрос у меня к вам вот какой. Если животное не кастрировано, не стерилизовано, часто ли нужно менять вот партнеров? Или есть такие случаи у животных, когда раз и на всю жизнь влюбляются вот они? Или это все-таки животный инстинкт? Вы что-нибудь наблюдали такое? Ну, у кошек и у собак, если они живут вместе, конечно, да, то у них есть чувства определенные, они Дружбы. привыкают друг к Мгм. другу, да. Если, конечно, животное живет только одно дом, да, больше никаких животных нету, то желательно, да. Завести подругу, друга? Да, да. А лучше Ну, двух. Для котов, конечно, это как? Ну, для кота, они же... Раз в 2 самцы. недели нужна подружка. Подружка. То есть А это кошки по мере того, как у нее пройдет вот происходят это, да. моменты. Хорошо, это очень интересно. Это заметно, кстати, когда у момента возникает у Я кошки. к чему интересуюсь, потому что многие люди ведут себя не так, как животные, к счастью, и заводят одного партнера, одного любимого человека, одного друга и на всю жизнь. И вот я хочу показать прямо сейчас сюжет, где рассказывается и показывается для молодых семей, как правильно нужно себя вести в паре, что нужно сделать для того, чтобы ваш союз продержался долго и счастливо. Мы благодарим Гульнару Цапалову и переходим к сюжету «Третий лишний». Давайте посмотрим, как этого избежать.